до 50 машин. И вот представляете, вот такой пятачки все это собиралось, и были пробки. В выходные у храма всех религий одни заторы. Одновременно сюда приезжают по 20 автобусов с туристами. Места на обочине всем не хватает, да и небезопасно. Было неудобно переходить эту дорогу. Здесь постоянно машины летали, ни один человек попадал под колеса, было жутко неудобно. Желательно было бы площадку, конечно, сделать тоже для хотя бы заезда машин. В принципе, мы припарковались, но, наверное, просто будний день, потому так более-менее. Теперь у храма будет своя парковка. Работы начались месяц назад. Из бюджета республики выделено около 36 миллионов рублей. Отремонтируют тротуары, починят дороги, установят освещение. Делается развязка на самом здесь, где переправа, где это все тоже делается, пешеходные переходы. Этого всего не было. И безопасность туристов была под большим вопросом. И храм добивался этого, чтобы быстрее все это закончить. А то я уже не писал иконы, а тут картины брата. Это уже история. Брат Ильдара Ханова восстанавливает картины после пожара. В прошлом году многие из них сгорели, некоторые залы до сих пор в саже. Обгорели и купола. Строители сейчас работают над куполом Будды. Будут глаза Будды, смотрящие на 4 стороны цвета из мозаики. И 70 чакр из завершения. Это вот сегодня мы заканчиваем. Это будет украшением города. Это единственный вещь в России. Остальные находятся только в Тибете или Катманду. Это будет новый символ храма. Вскоре откроются еще 4 зала: иудейский, православный, татарский, буддийский. Друзья и родные каждый день продолжают дело Ильдара Ханова, который хотел объединить людей разных религий. Обновленную же территорию и новую развязку гости смогут увидеть в конце ноября. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.